Вы смотрите новости в прямом эфире, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вот о чем расскажем в этом выпуске. Какой бюджет нас ожидает? В Якутске продолжается рассмотрение бюджета республики на следующий год и на плановый период. Что с квартирами? В рамках реализации федерального закона решается вопрос о передаче квартир сиротам в столице. Светлое будущее якутского кино. С сегодняшнего дня на должность директора Саха-фильма назначен новый человек. Расскажем об этом подробнее. Рассмотрение бюджета республики на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов продолжается в Государственном собрании Илтумы. На сессии присутствует 61 парламентарий, также принимает участие в заседании и глава Якутии Айсен Николаев и члены правительства. Перед вторым чтением законопроекта прошло 5 согласительных комиссий, принято множество поправок на обеспечение социальной инфраструктуры и выделение средств на сельское хозяйство. Более 100 миллиардов направят из федерального бюджета. Доходную часть главного финансового документа республики предполагается увеличить на более чем 32 миллиарда, что в следующем году составит 264 миллиарда 535 миллионов рублей. И, в общем-то, сейчас по структуре видно, что реально именно экономика республики сегодня развивается, потому что на первый план в структуре доходов выходит налог на прибыль. Это понятно, что налог на прибыль, понимаем с вами, что это тот налог, который взимается с прибыли, которую предприятия республики наши получили. Значит, мы говорим о том, что сегодня предприятия работают так, что они получают определенную прибыль и пополняют наш бюджет. Конечно, неплохие параметры 2022 года – это дивиденды. То есть налоговые и неналоговые доходы сейчас сформированы на 2022 год в объеме 151 миллиарда из общей суммы 264 миллиарда. Неплохие показатели. В Якутии для поддержки учителей действуют 3 программы. Это «Земский учитель», «Учитель Арктики» и обеспечение жильем педагогических работников сельских школ, арктических и северных улусов. В общей сложности по этим 3 программам за 2020 и 2021 годы помощь была оказана 326 педагогическим работникам. В этом году из 16 квот по программе «Земский учитель» арктическим улусам выделены 11 вакансий. В конкурсе приняли участие 68 человек, из них 18 учителей из Якутии, а 50 из других субъектов России. Всего за 2021 и 2023 годы по федеральной программе «Земский учитель Якутии» будут выделены 53 квоты, а объем финансирования составит 106 миллионов рублей. Таким образом, за последнее время расширены меры государственной поддержки учителям, работающим в сельских и арктических районах республики. 4 декабря детская лор-служба Якутии отметит 50-летний юбилей. Первые койки в количестве 20 штук появились в 1967 году на базе хирургического отделения. Затем, спустя 4 года, детская служба начала работать как самостоятельное отделение. Сегодня через лор-отделение в год проходит около 800 детей. Из них более 300 пациентам проводят операции по экстренным показаниям. Чаще всего к специалистам поступают дети с осложнением заболеваний респираторного тракта. То есть с такими заболеваниями, как острые и средние отиты, обострение средних хронических отитов, а также острые синуситы. У нас функционирует 2 отделения. Плановое, которое располагается в педиатрическом центре. Там оказывается плановая хирургическая помощь. У нас же оказывается экстренная медицинская помощь круглосуточно детям в возрасте от 0 до 18 лет. Я от всей души поздравляю всех детских отоларингологов с этой знаменательной датой, 50-летним юбилеем создания лор-службы. Желаю всем здоровья, благополучия, успеха, карьерного роста и также стоять на страже детского здоровья, чтобы наши маленькие пациенты быстрее выздоравливали и были здоровыми. Решается вопрос о передаче квартир сиротам в рамках реализации федерального закона по обеспечению жильем детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Сегодня состоялась рабочая встреча главы города Евгения Григорьева и генерального директора Саха-Транснефтегаза Алексея Колодезникова. Ранее в жилом доме по улице Губина в Якутске располагались офисные помещения Саха-Транснефтегаза. После переезда предприятия помещения переустроены в жилые. Произведены ремонтные работы и готовы к заселению 30 жилых квартир.
квартир, а также помещение под кладовку. Глава города отметил, что создан план мероприятий по реализации нацпроектов, также проектов, направленных на социально-экономическое развитие столицы города, в том числе по обеспечению жильем детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Была разработана дорожная карта по вопросам, связанным с реализацией национальных проектов социально-экономического развития города Якутска. Среди прочих вопросов у нас был вопрос, связанный с обеспечением жильем детей-сирот. И у нас компания работает застройщиком на рынке строительства города Якутска уже давно. И в целом хотелось бы отметить большой вклад. Только в текущем году силами компании будут расселены 54 жильца на улице пересечения улиц Лермонтова и Петра Алексеева, и 29 квартир будет здесь передано детям-сирот. В Якутской республиканской офтальмологической больнице запустили централизованную систему подачи кислорода. Оборудование закуплено за счет средств региональной программы развития здравоохранения. Отныне больница будет сама производить кислород для нужд пациентов. Подробнее в материале Власия Сергеева. Новая станция запущена. Теперь кислород через разводку подается в операционные и палаты пробуждения. Помимо этого, кислород поступает и в общие палаты, чтобы при необходимости перепрофилировать их в ковидное отделение. В операционной проводится анестезиологическое пособие нашим пациентам. Кислород нам крайне необходим для работы тех же самых наркозных аппаратов. Плюс к этому это и вопросы и реабилитации, когда необходима подача соответствующего газа для организма человека. С этого дня наша больница перестанет нуждаться в поставках кислорода извне. Мы сами будем его производить для нужд наших пациентов. В больнице отметили, что введение в эксплуатацию новой кислородной станции очень важно в первую очередь для врачей-анестезиологов, от чьей работы напрямую зависит успех хирургического вмешательства офтальмологов. Нам нужно, чтобы у нас был контролируем уровень внутриглазного давления. Нам очень плохо иметь как высокое внутриглазное давление, так и низкое. Поскольку сейчас в современной хирургии офтальмологической применяется огромное количество методик, при которых используются трубочки, то есть подается постоянно ток жидкости. Он, конечно, должен постоянно контролироваться. Кислородная станция российского производства была привезена из Санкт-Петербурга. Чтобы смонтировать и подключить оборудование, а также обучить сотрудников больницы пользоваться им, в Якутск специально прибыл инженер компании-производителя. Мы работаем с медицинским персоналом, это врачи, медицинские сестры, врачи-анестезиологи. Мы показываем, как пользоваться кислородными, соответственно, конечным оборудованием, увлажнителями, консолями настенными для подключения наркозно-дыхательной аппаратуры. Добавим, что станция оснащена системой резервирования на 6 баллонов, благодаря чему подача кислорода может осуществляться даже при технических неполадках до устранения проблемы. Власий Сергеев, Григорий Охлопков, Якутск. С наступлением зимних морозов якутяне могут столкнуться с проблемой нехватки тепла в жилом помещении. Как следует действовать в подобной ситуации, какие нормативы существуют, знает мой коллега Власий Сергеев. Он прямо сейчас выходит с нами на прямую связь из дома, где проходит проверка по жалобе касательно низкой температуры. Власий, приветствую. Расскажи, пожалуйста, куда же следует обращаться при такой проблеме? Валерия, здравствуй. Если в жилом помещении ощущается недостаток тепла, то жителям необходимо обратиться именно к исполнителю услуг по отоплению. И может быть ресурсоснабжающая организация, если ваш дом имеет с ней прямой договор, или же управляющая компания, если такого соглашения нет. Исполнитель обязан отреагировать на жалобу, приехать, провести замеры температуры, установить причину нехватки тепла и составить, собственно, акт. Что касается данного дома, то мы сейчас находимся в Мархе, с одной из квартир данного дома. Поступила жалоба по нехватке тепла. По факту сообщения проходит в данный момент проверка. Представители исполнителя услуг осматривают квартиру и подъезды для выявления соответствия или несоответствия нормам температуры в жилом помещении. Ну а что делать, если исполнитель не реагирует на обращение, и какими могут быть причины недостатка тепла, нам сейчас прямо в прямом эфире расскажет руководитель управления государственного строительного и жилищного надзора республики Павел Аргунов. Итак, Павел, добрый день. Первый, собственно, вопрос. Что же делать, если, например, исполнитель услуг никак не реагирует на обращение граждан? Добрый день. Во-первых, необходимо обратиться в письменном виде
управляющей компании зафиксировать входящий номер, и управляющая компания в течение 10 дней должна ответить. В случае, если в течение 10 дней никакой реакции нету, управляющая компания не подходит, не отвечает, на письменный ответ письмом должны ответить, то, соответственно, собственник имеет право обратиться к нам, управлению Госстрожилнадзора, и мы, соответственно, можем привлечь управляющую компанию по статье 7.23.3 и оштрафовать на сумму для должностных лиц от 50 тысяч до 100 тысяч, для юрлиц от 100 тысяч до 250 тысяч рублей. Это довольно-таки ощутимая сумма, поэтому управляющие компании обычно, когда поступает письменное обращение, они в установленный срок реагируют, и это необходимо учесть. Управляющая компания должна подойти, составить акт о наличии или отсутствии нарушения и, соответственно, сделать перерасчет. Перерасчет делается за весь период, в течение которого произошло нарушение теплоснабжения. Но мы знаем, что могут быть разные причины, да, нехватка тепла в жилом помещении. Какие случаи самые популярные? Обычно это недостаточная температура теплоносителя. Это самый распространенный вид нарушения. Второе, это когда имеется инфильтрация холодного воздуха, продувание с окон, например, с цоколя дома может быть продувание. Может быть, со шва, например, да, с дома КПД 112 либо 464 серии. И также одним из тоже распространенных видов является обратный приток холодного воздуха со стороны вентиляции. Ну что ж, благодарю вас за информацию. Сейчас мы продолжим проверку данного дома. Но в завершение я хотел бы добавить, что если житель сам хочет провести замеры температуры, прежде чем обратиться в соответствующие органы, то температура по ГОСТу должна быть не ниже плюс 20 градусов. И замеры нужно делать, находясь в середине помещения. На этом у меня пока все. Подробнее о ходе этой проверки и вообще в целом о данной проблеме смотрите в сюжете в вечерних выпусках новостей. У меня на этом все. Передаю слово студии. Благодарю власти за такую полную и подробную информацию. Я напомню, что с нами на прямой связи был наш корреспондент Власий Сергеев. За последнее десятилетие кинематографу Якутии удалось завоевать прочные позиции в российском и мировом кино. Такие фильмы, как «Нет Бога, кроме меня», «Надо мной солнце не садится» завоевали множество наград на мировых кинофестивалях. Продюсером данных картин выступила Сардана Савина, которая с сегодняшнего дня назначена на должность директора кинокомпании «Саха-фильм». Напомним, что ранее компанию возглавлял Дмитрий Шадрин, который покинул свой пост по собственному желанию. Прежде всего, кандидатура Сарданы Револьевны была поддержана и выдвинута коллективом Саха-фильма, поддержана, конечно же, Министерством культуры. И считаем, что она, как успешный продюсер, человек, который знает развитие кино и кинопроизводства от идеи и до самого выпуска фильма, до встречи со зрителями, она, как никто, достойна быть руководителем нашего замечательного киноконцерна «Саха-фильм». На этом у меня все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.